О кадровых назначениях, исполняющей обязанности министра культуры, туризма и архивного дела Коми, на этой неделе назначена Мария Балмастова. Распоряжение подписал глава республики. Напомним, ранее Мария Балмастова возглавляла Воркутинский государственный театр кукол, а с 2012 года Коми республиканскую филармонию. Считанные часы остаются до дней начала Республики Коми в Москве, посвященных празднованию 100-летия Северного региона. Сегодня на сцене концертного зала имени Чайковского свою программу представит государственный ансамбль песни и танца «Ася Кыа». А участвуют в грандиозных гастролях, которые продлятся целую неделю, коллективы всех театров республики. Чем удивят, узнала Ольга Макарова. Окончательно проснувшаяся от зимы северная природа провожает своих творческих посланников летней погодой и запахом цветущих яблонь. В центре российской столицы такую красоту, наверное, увидишь нечасто. То ли еще будет. Нашим коллективам есть что показать даже самому искушенному зрителю. Конечно же, будем работать с полной отдачей, как обычно. В принципе, нету разницы работать то ли в филармонии республиканской, или это будет зал Чайковского, или это будет Дом культуры где-нибудь в поселке. Мы всегда с удовольствием работаем, чтобы зритель получил самые положительные эмоции и яркие впечатления. Именно Ася Кыа открывает Дни культуры Коми в Москве. Выбор не случайен. Коллектив, созданный более 80 лет назад и сегодня, является визитной карточкой самобытной культуры региона. Программа для гастролей «Север-песня», «Север-танец» составлена из номеров Золотого фонда и фрагментов премьерных постановок последних лет. Здесь и праздник Гажа-Валя в весенней Сысоле, и Луд в самобытной Ижме, а также Золотой Рог и праздник охотника из мультимедийного шоу «Легенды Коми-края». В рамках многодневных гастролей программу увидят жители не только Москвы, но и Фрязино, Ярославля, Твери, Тулы, Владимира и Санкт-Петербурга, где коллектив впервые выступит в Государственной академической капелле и на сцене Михайловского театра. Это интересная музыка, сценическое оформление, хореография, песня, музыкальная. То есть это в совокупности покажем достойный концерт, покажем достойную культуру республики, ну это и новое. То есть мы сейчас идем в ногу со временем. Плотный гастрольный график в рамках Дней культуры Коми ожидает и артистов театра драмы имени Виктора Савина. Домой они вернутся только 7 июня. Мастера сцены из Коми побывают не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Чебоксарах, Казани, Нижнем Новгороде и Пскове. Представьте себе, сегодня мы должны быть в Чебоксарах, через сутки мы уже должны работать на сцене другого города. И в конечном счете этап гастролей должен завершиться в Москве. То есть это нужно договориться со всеми площадками и сделать это так, чтобы это было удобно логистически, чтобы труппа могла отдохнуть, чтобы грузовики с декорациями могли вовремя успеть, не опоздать на площадку. Поэтому это очень длительная и достаточно кропотливая и очень ответственная работа. На суд зрителей Академический театр из Коми представит классику мировую «Ромео и Джульетта» и российскую «Гроза». Пьесу Николая Островского на Сыктывкарской сцене поставил один из лучших режиссеров в стране – Сергей Федотов. Московские гастроли проходят на сцене театра имени Владимира Маяковского. Это наши давние друзья. Они у нас уже были на гастролях. И этой осенью в рамках нашего Северного театрального фестиваля, мы надеемся, они тоже примут участие. В общей сложности 11 спектаклей покажет в Москве и Санкт-Петербурге театр оперы и балета республики. Гастрольный микс состоит из самых разных жанров – оперы, оперетты, классического балета и современной хореографии. В том числе и премьера новой редакции легендарного национального балета Якова Перепелицы «Ягморт». В путь отправятся 150 человек. В полном составе оркестр, балетная труппа, хор, солисты, работники технической службы. С собой везут 3 еврофуры с декорациями и техническим оснащением. Любые гастроли театральные – это большой праздник для всех. Несмотря на то, что, конечно, это большая и сложная работа, но тем не менее, это новый зритель, это новые площадки, да, это новый профессиональный вызов. Это возможность показать себя на совершенно другом уровне столичному зрителю. Поэтому артисты всегда с огромным удовольствием ездят на гастроли. Для театра это, конечно, очередной шаг вперед. Это очень важный момент в профессиональном развитии всего коллектива. Поэтому мы ждем от этих гастролей положительных эмоций и надеемся на хорошие отзывы, надеемся получить новых друзей, новых партнеров.
Оценить всю мелодичность коми-языка смогут и зрители Московского театра у Никитских ворот, где 28 мая Национальный музыкально-драматический театр Республики представит лирическую комедию «Эзис Шабды». Долгожданные гастроли коллективов из Коми завершатся гала-концертом, который состоится в Большом театре 31 мая. Так что предстоящая неделя для артистов и музыкантов обещает быть очень насыщенной. Впрочем, как и для столичных театралов, у которых, пожалуй, впервые появится уникальная возможность увидеть все грани культуры северного региона. Ольга Макарова, Артем Рольский, Вести Коми.